День, когда жизнь полумиллиона ингушей и чеченцев поделилась на до и после. Магомед Черкиев прекрасно помнит. Ему только исполнилось 15 лет, когда он узнал, что их собираются депортировать. Но сначала в это никто не верил. Около 3 недель они ехали до пункта назначения. Каждый раз, когда поезд делал остановку или менял маршрут, в вагоне звучали возгласы, мол, нас везут обратно, домой. Никто не верил, что такое возможно. Однако конечной остановкой были не родные горы, а казахстанские степи, Павлодар. Сначала они жили в школе, позже им дали небольшой домик, где поселился Магомед с семьей и родней. Отец пошел на стройку плотником, а Магомед отправился работать в колхоз, на пашню. Работа была нелегкая, но зато иногда с поля перепадали и остатки зерна. Давах марсивеш баразад шеш дашватти да амби тогон каш почти дел кавлер özelde кашдер цуанси борци арбы прос вот сала сун канир лахдур этони кидер лахдур да суна да рушне кешер келхер олрсна сунса суна арди. Спустя время умрет дедушка, отца заберут на лесоповал с еще сотней других таких же ссыльных. Больше Магомед отца не увидит. Но поминки по нему пройдут лишь несколько лет спустя, когда родные будут уверены, что Хамид умер. Без главы семейства было тяжко, поэтому они по поддельным документам решили переехать в Кокчетавскую область, к родным матери. Магомед до сих пор с ужасом вспоминает эту поездку. Они ехали на поезде, когда во время остановки он с матерью слез, чтобы прикупить еды. Но машина тронулась вместе с младшим братом, сестрой и знакомым, который ехал с ними. Тогда ему казалось, что они больше не увидятся. Но судьба хоть в этом была благосклонна. Они смогли поехать за ними следом на товарном поезде. Поезде سيو هلا واشاقيت ديل ديكش ازديا سيف بوزي اخيش طاشت توي هم خلي ازديا توي نو استا طاش دولشا يوشما داغ ديا اسخش دايو وير وير دولش اشا شاك ازدو خمين بركل يعني ازدا وقتروا. Позже болезнь отнимет у Магомеда Хамитовича еще и брата с сестрой, и они останутся вдвоем с матерью. В 1957 году Магомед вернется на родину. Но в Мужичи, где они жили раньше, их никто не ждал. Дом отдали под медпункт. Поэтому им пришлось искать новое пристанище. Было решено обжиться в соседнем селении Алхасты. Знания, полученные в Казахстане, помогли Магомеду. Он хорошо считал, поэтому легко взяли учетчиком строительного материала. социояр наряд язеш зарплатылыш так суд хама хайс авормет ехе бухгалтер ехе халш дика ваштема дали издер материал хама хайздер так хадсу тсинаждер ас. Вскоре дедушка сыграл свадьбу, и жизнь началась для него заново. Магомед хоть и остался один у матери, зато Всевышний даровал ему большое потомство – 6 девочек и 4 мальчика. А сейчас у дедушки уже 40 внуков и 13 правнуков. Депортация 44-го, унесшая жизни тысячи ни в чем не повинных людей, признана одной из величайших трагедий в истории ингушей и чеченцев. День, изменивший жизнь нашего героя и жизни его соотечественников, в памяти народной останется навсегда. Назидание потомкам. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.